Айсан Николаев продолжает работать в Мирнинском районе. Со вчерашнего дня глава республики находится в поселке Айхал, который отмечает 60-летие со дня основания. Так, Айсан Николаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейной дате, и посетил ряд социально значимых объектов поселка. В завершении рабочей программы в Айхале глава провел совещание с представителями руководства поселка, Мирнинского района и компании «Алроса». Далее Айсан Николаев продолжит работу в городе Удачный, где проведет рабочие встречи с сотрудниками пожарной части и городской больницы. Безусловно, поселок Айхал, который отметил свое 60-летие, является одним из важнейших пунктов нашей республики, развитие которого определяет развитие в целом экономики нашей республики. Здесь сегодня добывается 27% алмазов акционерной компании «Алроса». И именно здесь куется благополучие практически всех жителей нашей Якутии. Но, конечно же, Айхал – это не только алмазы, это в первую очередь жители Айхала. И я благодарю айхальцев за самоотверженный труд, за активность, в том числе в реализации различных социальных проектов. Айсан Николаев также посетил школу номер 23 поселка Айхал. В ходе осмотра ему представили Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Начиная с прошлого года в данном центре порядка 500 детей занимаются по 8 направлениям, среди которых робототехника, пилотирование квадрокоптером, разработка видеоигр. Также глава региона принял участие в церемонии открытия мемориальной доски с барельефом Георгия Кадзева, основателя поселка и первого директора рудника Айхал. Поколение, конечно, молодое поколение должны знать историю, как Айхал образовывался, какие люди работали, и продолжить развитие, образование нашего поселка. Воспитание детей должно быть именно основано на истории поселка. Глава Якутии оценила и производственные мощности обогатительной фабрики Айхальского ГОКа. Она запущена в 1996 году. Запланировано перерабатывать 10 миллионов тонн руды в год. Туда на переработку руда доставляется из месторождений трубок «Юбилейная», «Заря» и подземного рудника Айхал. Фабрика является градообразующим предприятием поселка, где трудится около 3000 человек, в том числе на обогатительной фабрике более 200 человек. На долю Айхальского ГОКа приходится 27% алмазов, добываемых компанией «Алроса», подчеркнул глава республики Айсан Николаев. По итогам прошлого года на фабрике обработано более 7,5 миллионов тонн руды, добыто свыше 8 миллионов карат алмазов. За 2,5 десятилетия на обогатительной фабрике номер 14 обработано 225 миллионов тонн алмазоносной руды и добыто 150 миллионов карат алмазов на сумму свыше 12 миллиардов долларов.